В эфире национального телеканала «Новости» и краткий обзор событий. Курс Медина. Ингушские паломники устремляются в хадж. Он нужен профессии, и профессия нужна ему. Смотрите репортаж о человеке труда, о пенсии он пока не думает. В России вступает в силу закон, регулирующий правила сноса самовольных построек. Подробнее о выпуске. Сегодня первая группа паломников из Ингушетии отправится в Мекку. Вылет запланирован на «Боинге», которому будет официально присвоено имя первого героя России Суланбека Асканова. С 2012 года имя легендарного летчика уже носит республиканский аэропорт. Сопровождать паломников будут 24 руководителя группы и медицинская группа. Региональный комитет по делам молодежи подготовил волонтеров для организации помощи паломникам пожилого возраста. На время отправки паломников в хадж доступ частного автотранспорта на привокзальную площадь аэропорта Магаз будет ограничен. Сбор паломников первого рейса начнется в 11:30 на территории автовокзала Сунжи. Сбор пассажиров, вылетающих регулярными рейсами в Москву, будет производиться на кругу у въезда в аэропорт. Пассажиров, вылетающих в Москву, просят заблаговременно прибывать на свои рейсы. Всего же в паломничество в этом году совершат более 1000 человек. К этому событию они готовились основательно. В бесчисленных семинарах паломникам разъяснили, что и как нужно делать во время хаджа. Разобраться в тонкостях совершения обрядов будут помогать и непосредственно на месте. Посчастливилось отправиться в Мекку и нашим коллегам. Журналисты национального телеканала каждый год сопровождают паломников. Они делятся со всеми нами, каково это – быть на Святой Земле. О том, как готовились к поездке организаторы хаджа и телевизионщики, расскажет Мадина Пугоева. Первая группа паломников из Ингушетии отправится в благословенную Медину уже через несколько часов. Посетить святые для мусульман места и выполнить один из самых важных столпов ислама смогут почти 1500 человек. Все они уже прошли инструктаж и подготовили необходимые документы. В этом году ингушские паломники впервые воспользуются электронной визой. Этот новый биометрический паспорт имеет все твои данные паломника вписаны в этом листе. Вот это вставляется как банкомат, вставляется карта и полностью в электронном виде она читается. Из аэропорта Магаз в Медину чартерным рейсом отправится 4 борта самолета по 247 человек. Первый вылет состоится 8 августа, последующие 3 – 9 и 10 числа. Самое главное, чтобы каждый паломник прибыл на место сбора вовремя. Штрафные санкции накладываются на ту фирму, кто организовывает. И поэтому из-за одного паломника мы за опоздание. И в договоре у нас с каждым паломником указано, что по вине паломника, если в случае он опоздает к месту прибытия, значит, отбытия в аэропорт, по его вине, значит, он будет снят и никаких выплат в его адрес не будет. В будущем хаджи уже подробно рассказали о каждом обряде и обязательном действии во время хаджа. В случае, если паломники что-то забудут, им помогут руководители групп, которые будут сопровождать их на протяжении всей хадж-миссии. Эту роль в благословенной Медине и Мекке будут выполнять 24 человека. Пятиместный, трехместный, четырехместный, на каком этаже, 6 этаж, размещение у нас определить. К предстоящему хаджу готова и наша съемочная группа. Паломничество святые для мусульман места зритель национальной телерадиокомпании сможет увидеть пошагово. Ежедневные видеоматериалы из городов Мекка и Медина будут транслироваться на нашем канале. Дневник паломника в виде цикла новостных сюжетов, а после 2 объемных телепередач подготовят корреспондент и начальник креативного отдела НТРК Ингушетия. Технически это проходит довольно тяжело, поскольку в Королевстве Саудовской Аравии очень жесткие ограничения по скорости интернета, и очень многие из файловых обменников заблокированы, поэтому очень тяжело перегонять информацию непосредственно в республику. В прошлом году вроде бы справились, нашему зрителю все понравилось, а в этом году постараемся сделать шаг вперед и
чуть-чуть лучше осветить, чем в прошлом году. Один из столпов ислама хадж съемочная группа НТРК Ингушетия будет освещать с помощью новой современной видеокамеры. Этот ручной трехосевой стабилизатор позволит вести съемку даже в самых сложных условиях, а по качеству не уступит даже профессиональной аппаратуре. Во-первых, эта камера небольшая, и для наших потребностей она вот именно идеальна этим, потому что во многих местах в Королевстве Саудовской Аравии, в принципе, снимать на профессиональную аппаратуру запрещено. А поскольку эта камера не является профессиональной, но выдает тоже качество, для нас она вот именно в этих условиях идеальна для того, чтобы отрабатывать непосредственно наш хадж. Первый самолет вместе с паломниками и нашей съемочной группой отправится в Медину 8 августа в 15:00 по московскому времени. Напомним, что место сбора – автовокзал города Сунжа, расположено возле аэропорта Магас. Будущим хаджи необходимо быть там за 5 часов до вылета. Мадина Пугоева, Рахман Цуров, Новости 24. Молодых читателей и авторов литературных проектов из Ингушетии приглашают принять участие в масштабном проекте «Школа волонтеров чтения», организованном Российским книжным союзом и Российским государственным педагогическим университетом имени Герцена на средства гранта президента России. Школа предполагает онлайн-обучение с привлечением ведущих специалистов по развитию чтения. Чтобы присоединиться к молодежному движению, необходимо вступить в группу «Школа волонтеров» в соцсети ВКонтакте, описать замысел проекта и план его реализации, открыть новую книгу. Заявки принимаются до 5 сентября. Самые интересные проекты будут отобраны для публикации в образовательном атласе «100 проектов прочтения. Молодежные инициативы». В Госдуму внесли законопроект, смягчающий наказание за выезд на встречную полосу. Согласно новому проекту, если водитель впервые совершил подобное правонарушение, ему в худшем случае будет грозить штраф. Сейчас наиболее суровым наказанием за выезд на полосу встречного движения является лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. В случае повторного нарушения водитель может быть лишен прав на год. Авторы законопроекта предлагают пересмотреть и это положение тоже. В случае, если документ будет принят, нарушители будут лишать прав на срок от 2 месяцев до года. По мнению авторов документа, выезд на встречную полосу может быть вызван объективными причинами. В частности, плохой освещенностью дорог, плохим качеством дорожного полотна, отсутствием разметки и другими факторами. И в продолжении репортаж, посвященный новым инициативам граждан в области пенсионного обеспечения, а точнее об отношении людей пенсионного возраста к нововведению. Как показывает практика, современные пожилые люди не очень-то торопятся на отдых. Тем более, чем больше стаж, тем выше пенсия. Привязанность к труду тоже никто не отменял. Пример: Идрис Хаутиев, электромонтер. Ему 67. На пенсию уходить не хочет, готов трудиться. Амина Бокова расскажет. Резиновые перчатки, галоши и отвертка. Каждое утро Идриса Хаутиева начинается с обхода специальных ячеек и проверки трансформаторов. Подстанция Малгобек-2, на которой уже 20 лет трудится электромонтер, обеспечивает светом десятки тысяч людей, проживающих в селениях Инарке, Пседах, Сагапши и городе Малгобек, а также все административные и стратегические объекты, находящиеся на их территории. Чтобы в доме всегда горел свет, Идрису самому приходится вставать ни свет ни заря, изучать схемы, проводить осмотры и ремонт линий электропередач и электроустановок. В случае ЧП выезжать на место событий. Ювелирная работа – заменить одну электроустановку или трансформатор, не парализовав весь Малгобекский район. Результат накопленного опыта, рассказывает специалист. Я вообще-то работал после армии. В 1973 году еще наверху было РПЦ, вот там работал электриком. Да. И по этой линии перешел сюда после долгих лет перешел вот сюда работать с 98 года. Сначала он устроился на подстанцию линейным монтером, а затем водителем. Последние 10 лет он совмещает эту должность с обязанностями электромонтера. Свою работу Идрис любит, и не зря. В наше время быстрого роста глобальной электрификации и зависимости от электроэнергии электромонтеры являются востребованными специалистами в любой стране. К примеру, в России электромонтер входит в топ-50 самых нужных профессий по версии Минтруда. Так что расставаться с работой Идрис не собирается. В свои 67 он не просто может, он хочет дальше трудиться. Уже как-то привык к работе и не можешь даже без работы, если честно сказать. Я вот вовремя, чтобы не прийти, не посмотреть, я не могу уже. Хоть возраст большой у меня,
Ну, разговора нет насчет этого работы. Обеспечивать бесперебойное электроснабжение – работа не из легких, а порою даже опасная. Любая ошибка, к примеру, несоблюдение техники безопасности, может стоить электромонтеру жизни. Ну а порой случаются и форс-мажорные ситуации, где в первую очередь нужен опыт, за который Идриса Хаутиева и ценят коллеги. Техника безопасности, даже трудно подсказать, возраст, алхамдулилlah, شي بوخا ديك تجي لورجو لور تكنيك безопасность حاجه الموج لور سكوغوا شي زوجو تكنيك безопасность лорежи бوخا проблемы усагвас. Как наставник, как учитель, можно сказать, для младших составов нашей бригады, придет, поможет, покажет, объяснит. В общем, он у меня, как я здесь в районных сетях работаю главным инженером, он у меня как правая рука. В технике разбирается, в электроустановках, в сетях разбирается. На этой подстанции Идрис не единственный специалист пенсионного возраста. Как и все сотрудники, они также проходят своевременный медицинский осмотр, подтверждающий их пригодность к работе. Амина Бокова, Гапур Чихкиев, Новости 24. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, регулирующий правила сноса самовольных построек. Согласно новому законопроекту, возможность принятия решений о сносе самовольных построек во внесудебном порядке ограничивается отсутствием разрешений на строительство или правоустанавливающих документов на землю. Вне зависимости от характера нарушения в отношении многоквартирных или индивидуальных жилых домов, решение о сносе принимается исключительно судом. Ключевым пунктом закона является возможность избежать сноса самовольной постройки при условии приведения объекта в соответствии с требования Градостроительного кодекса России. Теперь во всех отделениях Почты России посылки письма можно забрать при помощи электронной подписи без заполнения заявления и паспорта. После того, как клиент заведет электронную подпись в почтовом отделении или заполнит регистрационную форму на сайте, больше не нужно будет заполнять бумажные извещения. Достаточно назвать оператору свою фамилию, имя и отчество или трекинг-номер отправления, чтобы сотрудник отделения нашел его в базе. Новое правило касается всех отправлений, которые не требуют оплаты. Для получения письма или посылки клиент должен будет назвать свой номер телефона, на который оператор отправит код подтверждения. Получателю придет СМС или уведомление в мобильном приложении почты с кодом, который необходимо продиктовать оператору. Все информационные выпуски и анонсы наших программ смотрите на официальных страницах в соцсетях Facebook, Instagram, YouTube, Twitter и ВКонтакте. Это была вся информация к этому часу. До встречи в 16:00.